СССР обратился к президенту СССР с просьбой об отмене данного постановления. Однако и этот вопрос до сих пор не получил своего разрешения, что вызывает еще большее нагнетание проблем. Таким образом, проблема автономии ингушского народа доведена до критической точки. На данный момент чревата непредсказуемыми последствиями, которые, безусловно, могут повлиять на стабильность общественно-политической жизни всего региона. Во избежание перерастания ситуации в неуправляемую, Верховным Советом Чечено-Ингушетии, правительством республики ведется исключительно напряженная работа, в которую включены религиозные, общественные деятели, советы старейшин, различные формы народной дипломатии. Однако напряженная ситуация может быть снята только безотлагательным решением самой проблемы. Учитывая изложение, проявляя тревогу безопасности за сложившееся положение Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР. Дальше. Постановляет. Первое. Обратиться в Верховный Совет РСФСР с просьбой ускорить рассмотрение вопроса о восстановлении автономии ингушского народа. Второе. Обратить внимание членов Верховного Совета РСФСР на моральную ответственность, которая ложится на них за непредсказуемые последствия, возможно, при затягивании решения вопроса. И это документ подписан нелюбимым, которые некоторые нарнийские историки ненавидят, оскорбляют, называют его то нагайцем. Я не знаю, почему это оскорбление, честно сказать. Нагаец есть нагаец, ногчи есть ногчи. Этот документ, все, что я вам зачитал, документ, отправил в Москву, все, что я вам написал, написал Доку Гапурович Завгаев. Документ, который якобы чеченцы против, они противостояли. Два общих собрания, которые были, тоже были где? В территории, если я не ошибаюсь, обе были в Чеченской Республике, в Грозном. Если я не ошибаюсь, в Грозном были. И один раз, кажется, в Назране был, но и один раз в Грозном. Дальше. Данное постановление было принято единогласно, как мы видим, высшим представителем и законодательным органом Чечено-Ингушетии. Большинство депутатов, которых в том числе и председатель, были чеченцами. Не только не противодействовали восстановлению автономии ингушского народа, но сделал все возможное для скорейшего решения этого вопроса. И после всего этого, то есть все это лоббирование о восстановлении ингушской автономии и о поддержке всего этого. Поэтому и Фаргиев, который сегодня поливает, включая меня, всех чеченских историков, руководство, сидя за границей, который там трепает своим языком и выписывает свои писуали, писульки пишет в Одноклассниках. В то время, когда он выступал в Грозном, он говорил: наши братья, единство, никогда не идет речь о Сунжинском районе. По 1934 году вот вел такую дискуссию, 1989-90-е годы. До того, как еще создана была Ингушская республика, Ингушская автономия, восстановлена. А после, теперь, он ведет дискуссию полностью противоположную. Я вам зачитывал пункты, которые мне прислали, где он там 8-9 пунктов называет нас чуть ли не самыми отвратительными, грязными и так далее и тому подобное. Это тот Фаргиев, за которого проголосовали чеченцы, когда он баллотировался в парламент, Верховный Совет там, Российской Федерации, или как он называл, в парламенте, кажется, он был в то время. Это тот самый, за который проголосовали наш Ачхой-Мартановский район, часть нашего Сунжинского в то время района. В то время он не говорил такие вещи. А сейчас говорит. Вектор как поменялся. Говорят, что мы противостояли. Вот чтобы было слышно всем, кто живет в Европе, я вам зачитываю документы, которые были приняты чеченцами. Чтобы вы знали, что вот эти старая маразматичка и все, кто там пишет эти писульки, и говорят, что чеченцы были против. Валлахи, не были.
видит Аллах, если была бы возможность, и я, наверное, больше всего, наверное, не только я, и многие другие, в 1934 году нужно было оставить ингушей на своей родине, чеченцев на своей родине. Не объединять. Да, братья, да, соседи, все хорошо, но каждый жил своей. И сегодня бы этих проблем не было. Поверьте мне. Принятие закона о реабилитации репрессированных народов 26 апреля 1991 года, определявшего социальную, территориальную и культурную реабилитацию всех репрессированных народов, не только ингушей, а также закона о реабилитации жертв политических репрессий, было одной из насущных потребностей всех народов России и обеспечивалось их непосредственной волей. И не только кипучей, но и во всей профессиональной деятельности Ингушского народного совета и 2 депутатов от Ингушетии. А что касается принятия закона об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации, то после провозглашения независимой Чечни это было только делом времени. И российское руководство хотело этого больше, чем сами ингуши. Так что богатыревы рвутся в открытые двери по привычке, явно преувеличивая свой вклад в решение этих вопросов. Это было время, когда ВЦИК решил переселить казаков с бассейна Терека в район Пятигорска, где было много пустующих земель. Практически все народы Кавказа воспользовались этим решением и переселились на земли, которые когда-то у них были отобраны царским правительством для заселения казаками. Все, но только не ингуши, опять противопоставляя ингушей и всех народов Кавказа. В 1921 году ингуши отказались от такой услуги со стороны ВЦИК и воспротивились депортации казаков в район Пятигорья и не стали заселять станицы Асиновская, бывшая Ахборз, Нестеровская, бывшая Гажирюрт, Слепцовская, бывшая Дебирюрт, Троицкая, бывшая Эбергюрт, Карабулакская, бывшая Эльдаргал, Вознесеновская, бывшая Махмадюрт. Об этом благородном поступке ингушей знают и осетины, и российские шовинисты. Казацкие атаманы продолжают нагло лгать богатырев. На самом деле все было иначе. Казаки из высшего, это на книге у Богатырева, которое было написано. На самом деле все было иначе. Казаки из выше перечисленных станиц, основанных на месте Арстхоевско-чеченских сел, никогда не выселялись до самой Горбачевской перестройки, когда на них обрушился жесточайший прессинг со стороны ингушей, написано. Благополучно жили на своих местах. Автор не сумел даже правильно назвать Арстхоевские села, на местах которых были возведены эти станицы. Это селы Экборзи, Гажарейн-Юрт, Оберг-Юрт, Эльдархангал, Махмад-Юрт. Вопрос о выселении казаков из этих станиц тогда не стоял. По поводу же казаков и их станиц, находившихся на ингушской территории, в Тарской долине, то все они как раз поголовно были выселены советской властью под предлогом контрреволюционной выступления в те самые пустующие земли в районы Пятигорска, а сами их станицы были заселены ингушами. Вот как это все описывается в одном из сборников документов. Третий съезд, имеется в виду съезд народов Терека, декретировал передачу земель горскому беднячеству и национализацию земли, недр и полезных ископаемых. Кроме того, он санкционировал переселение казаков станиц Тарской, Сунжинской, Акаюртовской, Фельдмаршалской,
Пятигорский казачий отдел и передачу их земель ингушам. Это решение, по-видимому, придавало некоторую легитимность фактической депортации казаков этих страниц в августе 1918 года. И так далее. Понемножку, как говорится.